чума – это основной показатель наличия цивилизации. И они объявляли, что Россия является таким родиной чумой, и это было шок. Почему сложилась такая традиция считать Золотую Орду виновницей в черной смерти в Европе? Уважаемые подписчики, комментаторы и зрители YouTube-канала Татары Мира, приветствую! Сегодня передо мной Тимур Хайдаров, историк из Казанского федерального университета. И мы сегодня поговорим о такой теме, как Золотая Орда, то есть государство наших предков. И здесь, наверное, будет небольшой нюанс, который касается того, что происходило с Золотой Ордой во второй середине XIV века. Почему этот период важен в истории Золотой Орды? Если мы обратимся непосредственно к самому историческому материалу, то Золотая Орда во второй половине XIV века, то есть 1350-х, 1340-х годов и, ну не знаю, может быть, до 1450-х годов переживала самые глубокие кризисы. Бубонная чума, это значит глобальное изменение климата, землетрясения, неурожай, массовый голод. Так что, ну, наверное, предкам татар со своим государством Золотая Орда просто немного не повезло. Передо мной Тимур Хайдаров, и он как раз-таки изучал вот этот период истории Золотой Орды. Благодаря, в частности, Институту Мурджани мне удалось опубликовать книгу, которая востребована, там огромное количество просмотров, огромные ссылки. Ну, что за книга? Эпоха черной смерти на территории Луса-Джучи и близлежащих территориях. Вот там как раз. А, Тимур, давай немножко от происхождения. В роду есть башкиры, мурзы, мишари, типтяри? Скажем так, мои предки, на самом деле предки у меня мурзы, служила мурз, да. Хайдаров — это мурзинская фамилия? Ну, Хайдаров, мурзы безлапотные их называли. Служилые мурзы, которые, ну, вот, провели генетический анализ, выяснилось, что мои мурзы князья Чепкинеевых в приписных тетрадях, личные владения в районе Старорусского Маткузина. Это какой регион? Это горная сторона Татарстана, это нынешний Верхнеуслонский, по-моему, район. Кайбицы, да? Верхний Услон? Да, нет, даже, может быть, Нижний Услон, вот там, где мост сейчас строится, вот как раз в том районе. Получили, скорее всего, очевидно, пришли с Иваном Грозным. Это, завоевали Казань? Да, они брали Казань, причем с отцовской стороны, а с материнской оказались крещеные татары из деревни Меретек. Они, как выяснилось, как мне сказал Дамир Мавлевич, это те, кто оборонял Казань. То есть, если так исходить, то предки у меня обороняли. Взять Казань — это что-то родное. То есть у тебя одна половина, обороняла Казань, а другая нападала, завоевала. Причем за завоевание получили надел в этих сказках Алексея Михайловича. Есть удел, там написано, перечислено кто. Но они были... Князья Чепкинеевы, да? Чепкинеевы. Ну, как-то так, вот сейчас я не вспомню точнее. Потом произошло то, что когда начали при Петре Первых загонять, дабы сохранить свою титулатуру, мой один из предков просто пошел служить на белгородскую черту. И в моей семье, ну, как-то я смотрю, что с материнской стороны, что отцовской, очень не любят турков. Я долго не мог понять, оказалось, покопался. Оказывается, действительно, предки воевали против турков и крымчак, терпеть не могли. Им выделили надел в Рыбнослободском районе, Мелитек. И там действительно я вот помню в детстве, что это те старые крещены, которые говорят, их никто не носил, не крестил. Они сами празднуют на Сабантуй, на Ильин день, крестятся. Я просто, ну, то есть у меня было постоянно, то есть страна матери я всегда видел Пасха, татарские обсуждения, ну, крещенские вещи, она по фамилии Иванова, ремесленники. А с отцовской стороны там были, мол, у меня прадед в Салманах одновременно был и мулой,
и председатель колхоза. Ну вот один из моих прадедов служили в Первой мировой войне. Потом, когда стали восстанавливать институт Мыржани, мне прислали статью. Там вот человек, который тоже салман, тоже имеет, видимо, дальнего родственника, он написал, а там, оказывается, в моем роду всегда служили. Служилые татары? Татары служили в русской армии. И он говорит, вот в русскую-турецкую служили, Первую мировую служили добротно. В семье всегда служили в государстве, при этом государство могли ненавидеть, то есть строй ненавидеть, но при этом говорить, плевать на абсолютно государство, ну это вообще не стоит. Ну это практически, то есть у нас всегда знали, что если служишь государству, она может закрыть глаза на некоторые вещи, которые, ну, неофициальны. Почему ты решил стать историком? На самом деле все очень просто. Отец занимался историей филологии, причем относился к университетской корпорации, я потому что видел все время, вырос в университете, я просто... Почему так? Ну, скажем так, мой выбор был в целом, ну, не знаю, я бы называю это божьим предназначением, потому что все, что я не брался потом, а я работал во многих местах, то есть не только в этой среде, но и выходил там торговать коврами. Был случай, когда я занимался продажей книжной продукции, там работа по продаже, небольшой у меня опыт был в компании «Строймонтаж Интеграция», это непосредственно дистрибьютор, официальный дистрибьютор Siemens по продаже оборудования высокого и низкого. Короче, тебя помотало? Помотало, да, помотало. Плюс я еще и археологией там занимался. Параллельно? Ну, скажем так, больше землекопил, но археология-то любовь, причем я работал с Леонардом Федоровичем Недошковским. Мы там очень работали на Укеке в окрестностях. Но это было после того, как я поступил то ли по глупости, то ли потому, что что-то хотел себе доказать и отцу на ВМК. Я отучился год, понял, что это не мое, перешел на исторический. Но, в принципе, что я не жалею, потому что встало в мозги. Математика вставляет мозги. Как вообще ты пришел к тому, что вот нужно изучать вот эти вот все катаклизмы, которые происходили с Золотой Ордой? Потому что, ну, обычно же людей захватывает политическая история. Я думаю, это складывается очень комплексно, потому что я в детстве... Отец у меня очень любил коллекционировать альбомы. Он любил коллекционировать альбомы, и у него оказался альбом Брейгеля. Живописец, голландский живописец, в середине 16 века, и вот у него самая впечатляющая картина – это «Танец смерти». Это как раз про черную смерть. Получилось так, что это моя любимая картина с тех пор была, и я неосознанно. А по причине того, что я хотел быть медиком, я стал ходить на все биологические кружки. Меня не интересовала чистая история, потому что я понимал, бумажки, они не решают все. Вот у нас есть окружающий. Где-то, почему я еще перешел на исторический, потому что отец купил книгу Гумилева «Русь и степь» двухтомник. Прежде чем подготовиться к теме, я долгое время... К теме какой? Вот к нынешней «Черной смерти». Так. Я очень долго штудировал около чумные вещи, потому что непосредственно в 2010 году, когда друг меня биолог, он поставил один вопрос: как это происходило у нас? Там был разговор. Ну, вот, у нас в Татарстане? Нет, между собой мы разговаривали. У нас между ними, я спросил, я кандидат наук, ты биолог, вот как нам сделать так, чтобы мы могли объединиться, и можно было, и людям понравится, и актуальность была, и денежку на это срубить. Никто же не скрывает, мы все семь капиталисты, надо как-то жить. Вот. И он сказал, а вот тема есть, вот есть в Европе очень интересная тема эпидемии, черной смерти. Я говорю, вот давай, я как раз биологию люблю, надо что-то делать. Ну, это было судьбоносное решение. Он спросил, как это было, я стал что-то мямлить, промямлил, что-то нет, вот так, как-то так. Мне это зажгла идея. Вот с тех пор я начал копаться, с этого момента я начал конкретно заниматься. Хотя я до этого занимался Ганзой. Ганза – это Евросоюз средних веков, это не только Прибалтика, это практически весь регион от Лондона до Новгорода. Ну, это давай мы, чтобы для наших зрителей было понятнее, значит, мы как это обрисуем? Это союз городов, которые между собой торгуют. И там и политическая роль, но основа там торговля, получение. Это корпорация,
Средневековая, получается, политика торговая, средневековая. Она до сих пор, поэтому не случайно немцы назвали Люфтганза, это союз, и она официально называется Лига немецких городов. Вот. И в 12 или 13 году Ильнур Миргалиев попросил написать статью. Я Ганзу написал, он говорит, напиши мне, пожалуйста, статью о взаимоотношениях Ганзы и Золотой Орды. Были такие отношения? Статья была сложно родилась, но выход я нашел. Выяснил, вот в отношении Полоцка и Ганзы, да, Любека, возникли упоминания о бисермен. Купцы бисермены — это булгарские купцы. Я соединил то, как работает Ганза, а это сетевая система. Золотая Орда имела другую немножко структуру торговли. Она вертикальная, а тут горизонтальная. При том возникновение Ганзы это был, я знаю, 1360 год. Ну да. Да, и до этого она фигурирует совсем по-другому, там была куча совершенно по-другому это функционировало. И в итоге что-то должно было привести, что их подтолкнуло. При этом Золотая Орда я так соединил, я начал накладывать, и получилось вылезать черная смерть. Вот этот фактор очень сильно меня впечатлил. Я тебя правильно понял, что черная смерть для тебя стала демонстрацией наличия торговых отношений между Ганзейским Европейским торговым союзом и Золотой Ордой? Именно так. А как это сработало? Покажи, как это работает. Работало ганзейцы. Работали через, как это было в средневековье, через начальство, то есть тогда феодалов, крупных владельцев, русских князей. Эти же князья платили дань, то есть они считали себя данниками золотоордынских ханов. Именно вот они являлись посредниками. Таким же посредником были русские князья во Львове, русское купечество в Ливонии, причем в Ливонии там сидело, причем русское население там постоянно действующее, один из бургомистров был русский в Риге. И как это действовало? Ганзейцы, русские князья, начинают хватать больше всего привилегий. Они одним обещали предоставить, предоставили. Другим ордынцам платили дань, то есть входили в систему отношений Золотой Орды. Тоже считались. Фактически они сосали от теленок двух мамок. У кого? Значит, у Золотой Орды и у ганзейцев. За это они получали бакшиш, денежку. Бисермене непосредственные посланники от Орды. Так. И идет договор. Там напрямую документы не присылали. Золотоордынские ханы не присылали. Это был договор внутри корпоративных отношений, когда... Устный договор? Устный договор, в основном устный договор, потому что письменный только там, где нужно было построить ну, это называется конторы. Конторы — это место по типу караван-сарая, где они отдыхали, работали. Вот так действовал перед черной смертью, выглядела экономика всей Европы. Купец непосредственно ехал, торговал, но обычно, да, если чуть раньше, только это примерно то же самое, что и грабить с большой дороги, но еще мог ограбить при этом. Когда случилась чума, количество посредников, количество вот этих людей сократилось, и нужны были те, кто торговал. И они перешли от непосредственно торгового к дальней торговой. Она отличалась тем, что объем товара, при этом технологизация произошла увеличение, в сторону увеличения. То есть производственные, там, например, стали создаваться мануфактуры первые, которые потом увеличат количество товара при минимум затрат. Потому что люди погибли у тебя, остались люди, которые либо обладают меньшими навыками, либо их единицы со старыми навыками. Поэтому нужно было обеспечить, потребности остались на прежнем уровне, и хочется работать. Поэтому появилось разделение труда. Хорошо. Все это влияло чума. Это было следствием чумы. Удалось ли установить, ну, я не знаю, нулевого пациента?
Вопрос очень сложный, потому что, сразу говорю... Ну, хотя бы с огрублением там территориально. Территориально, да, хотя удалось... Бы с огрублением там сословия, татарского клана. Определить, где нулевой пациент черной смерти, здесь немножко сложнее. Эта тема вот в 10-е годы, там в 2010-е годы как раз был вопрос, где же она возникла. Вот относительно даже территории даже вызывает спор, где она возникла. Я просто почему говорю, буквально недавно, несколько лет там назад, 2-3-4 года там назад, СМИ облетела информация, что вот у нас тут в Лаишевском районе нашли какой-то очень, признаки очень древнего штамма вируса. Ну, скажем так. Люди немного всколыхнулись. Да. Ну, во-первых, все, что писал, причем я не присутствовал непосредственно, принял в этом участие. Там все, это ты нашел? Нет. Во-первых, это нашел Руденко в 90-м году. Мы выпустили, когда Институт истории пригласил, я ему говорю, давай используем, нам нужен сборник дополнительный. И Руденко туда впихнули статью. Дело в том, что это опубликовал Институт истории о человеке или Институт истории человека Йоханнес Краузе, крупный палеогенетик. Когда он первый, кто там дело в том, что в 10-х годах происходил бурный подъем палеогенетики, то есть изучение штаммов, выявление штаммов из человеческих органов. Берется, как выявляется? Берется зубы, как наиболее содействующие с внутренней стороной неба щеки, и посредством вырезания пульпы из зубов. Все мы говорим про человеческие остатки. Да, человеческие остатки. И там выявляется посредством метода ПЦР, который сейчас используется. ПЦР? Да. Полимеразная реакция, когда химический состав кидается. Уже школьники знают ПЦР. Да, вот знают, да. И выявляются остатки на генном уровне. И вот первым, кто это схватился, кто первый вышел, это Копенгаген, Копенгагенский университет генетики. Там школа близка к нашим взглядам, отличается, что они включают еще среду. И они публиковали, нашли чуму чуть ли не бронзового века на Синтахшта, по-моему, там памятник нашелся, в Оренбургской области. Краузе, амбициозный молодой ученый из Эрфурта. У него идея фикс. Кафа, 1346 год, вот чума там была. А я знал до этого, что книжка... Подожди, для наших зрителей поясним, значит, с этого момента, как правило, некоторые западные авторы считают, в Золотой Орде и зародился черная смерть. Да. С того, что Кафу закидали трупами. И там, значит, пошла болезнь. Да. Мы вернемся в год 2015, если не изменяет память. Да, 15 это год был, потому что я в Свежке работал, приезжает Краузе, давай приезжай. Я с ним встречаюсь, у меня немецкий свободный, я с ним обсуждаю этот вопрос. Я говорю, нет, вы не правы, и чему надо искать? В Поволжье. Он так смотрит на меня, как Поволжье? Я говорю, а я вам объясняю, вот потому что есть чумные очаги, и чумной очаг, который вас интересует, будет с большой долей вероятности расположен ближе к территории даже Татарстана. А потом они в Булгарии обнаруживают зубы. Первая их статья, 16-й год. Меня они немножко разозлили. В Булгарии Новый Иерусалимский могильник. Откопали они зубы. Ну, то есть они нашли из университета им дали эти зубы. Они с первого же попадания, это было, вот такие вещи просто так не происходят. И либо это, то есть открытие мирового значения. Краузе попадает в 100%. А что открыть-то? Чума, черная смерть. Причем то есть на зубах были следы чумных генетики чумы, чумной бактерии, остатков. Остатков чумной бактерии. А это значит, что человек, бывший владелец этих зубов, болел чумой? Да, именно так. Но там проблема была в том, что им сразу сказали, а вывод был такой, потому что они мне тоже сконсультировались, они сказали, как нам датировку давать? Я говорю, по монетам сопутствующим материал, как археологи говорят, нет письменной.
Нет данных писем, нет никам ничего. Там вирулентность зашкаливалась 15-20 больше было, чем в Европе. Вирулентность это что? Более заразные заболевания. 15-20 перевалил. Россия для них стала новая зона, где было обнаружено подтверждение штаммы, более ранних штаммов, чем это было в Европе. Ага. До этого считал, что Россия, чума это так себе, ерунда, Россия, там вообще нет городов, нет чумы. Вообще сейчас в Европе англичане это проталкивают. Чума — это основной показатель наличия цивилизации. То есть, потому что количество умерших, огромное количество умерших будет привязано к большому, то есть распространение чумы. Если у тебя большое количество людей заболело, значит, есть города, есть города письменных. Самое главное открытие второй половины 2010-х годов. Причем это должно было очень информационно взорваться. Пространство нормально взорвалось. Причем оно взорвалось нормально, только он не понял, Краузе не понял, с чем имеет дело, хотя он сделал гениальный шаг. Так, давай, с чем на самом деле мы имеем дело? Все. Значит так, вот то, что он нашел, это значит, согласно данным, это возвратная черная смерть, тот именно штамм, который вернулся через Лондон в Булгар. То есть... Это чума вышла из Золотой Орды, обогнула всю Европу по его модели и вернулась. Датировка там идет 1360 год, это совпадает с большой Замятней. И в летописях у меня в книге, если кому интересно, можно посмотреть. Я как бы в России один из первых, кто стал писать подробно, вот, что вторая вспышка в России была очень более страшнее, чем была первая, собственно, черная смерть. Это вот 1340-х, да? Да, 1346 и 1353. Но я сейчас вышел, что чума-то у нас была даже раньше, начиная с 1339 по 1000, и фактически у нас она десятилетний срок, 1349 год. То есть 309 и 49. И если посмотреть, то иссыкульская чума, которая, она тоже прошла, то есть она уже ложилась на ту вспышку была. И Кофейская, она уже происходила в условиях большой вспышки эпидемической. Краузе дальше начал работать, у них одно из важнейших открытий 2016 года, обнаружение более ранее, чем датчане, штаммов чумы уже на территории Самарского. Дальше они понимают Лаишева. Причем я же указываю, вот поищите в этих памятниках, и они вскапывают в Лаишева. А в Лаишево вылезает штамм вторичной чумы. И там возникает, он задается вопрос, вот чума отсюда пошла, все стали говорить об этом. Там споры есть, и позиции... Что значит вторичная? Вторичная, second plague, означает, что вспышки, произошедшие после черной смерти, после уже. А их они... Следующая волна. Следующая волна, потому что... И скажу так, и он стал заявлять, он любит... Сам Йохан Краузе великолепный специалист, ничего, но он еще любит звездиться, и это видно. Он великолепный докладчик, оратор, его посмотреть одно удовольствие. Но как все немцы, как все сторонники Роберта Коха, это микробиолог, открывший палочку, он любит универсализм. И поэтому он стал доказывать именно эту теорию единого исходного источника. Сейчас это, кстати, опровергается, и, скорее всего, несколько точек исхода было черная смерть. Так вот, у него гениальное открытие было. Он подтвердил на лабораторном, а это очень важно, на лабораторном уровне он подтвердил, возможная циркуляция нескольких штаммов во время одной вспышки. У него фактически расположение Лаишева между и Лаишева и Булгаром состояние по прямой где-то, если не врать, там через Каму переехать, да. Вот тебе Булгар. То есть в одно и то же время. В одно и то же время. Потом он, когда в следующей статье писал, как раз по булгарскому, говорит, это 1360 год, я согласен. Хотя он изначально очень сопротивлялся писать. Я же 1280 написал. И они объявляли, что Россия является таким родиной чумой. И это было я как специалист, работающий в информационном потоке, и вот с этим чумой, потому что именно я имел отношение к этим всем вещам, как это все изнутри работало, потому что даже я не видя Яковлева, я уже понимал, как его аппонятивный аппарат и как на что он опирается.
И тут заявляется: Россия у нас родина чумных, здесь ее надо сделать, потому что здесь надо сделать из нее, закрыться от нее и вообще вот это чумные прокаженные территории. Потому что так как и на Западе они хотят Россию просто оградить заборчиком, но не получилось, сказали. Там, потому что если смотришь дальнейший эффект, наши очень сильно постарались. Потому что когда в Новосибирске стал пожар в лаборатории, где самые эпидемии, самые хранятся в сейфах, штаммы чумы болезнетворные, ну, то есть это Новосибирский академгородок, то одновременно накладываешь ситуацию с заявлением западного ученого становится не по себе. И мне потом в реальном времени просили интервью дать. Я дал интервью. Я сказал свою позицию, что открытие было хорошее, но великолепное, и надо этого рассказать, но то, что предлагается, это не совсем правильная позиция, и надо очень осторожно быть. Ну вот, в принципе, вот то, что я хотел сказать по чуме, и потом НТВ выходило, уезжали там, в итоге никто ничего не нашел, потому что Аишский могильник ушел под воду, когда там берега расступаются, они все ушли. Эта речка как раз была близ Лаиши. Вот. Если быть откровенно, то открытие есть, открытие замечательное, работать только с ним надо очень основательно. И вообще тема чумы, и раз уж мы переходим к Золотой Орде, это терра инкогнита. Тимур, давай мы нашим зрителям расскажем все-таки о событии, которое произошло в Кафе в 1346 году. Так, значит так, чтобы понять 1346 год, надо обратиться к источникам. Как шло? Вот то, что опубликовал... Так, кто правил в Золотой Орде в это время? Хан Джанибек, младший сын хана Узбека. Это было золотое время, вызвано было тем, что в 1291 году в связи с гибелью крестоносных государственных образований и захватом, скажем так, и распадом Византийской империи, итальянские перестали быть доступны торговые пути с Востока. И купцы, в частности генуэзцы, а потом венецианцы, просто напрямую стали уходить на Золотую Орду. Весь подъем Золотой Орды, это хана не вспомню, но вот хан, правивший накануне хана Узбека, он напрямую дал большие преференции этим правителям, ну, то есть венецианцам, генуэзцам. Которые располагались в Крыму. Они стали располагаться еще на момент, это как раз когда Берке-хан возвышался. Берке-хан для своего возвышения стал опираться на местные силы, на беков территориальных, на купечество. И с Берке-хана произошло то, что его не связывало с Монгольской империей, а укрепилась местная традиция. То есть территориально. Это всегда во время феодализма происходит укрепление местных властей. Именно этим отличался феодализм от той же Римской империи. Они жили там. Я уже следующий источник, чтобы накопать. Сам факт вспышки чумы в Кафе, он подтвержден. Он есть. Об этом рассказывают все источники? Это многие источники. Русские источники об этом рассказывают? Да, пишут они. Западные рассказывают? Да. Какие-нибудь арабские, персидские? Ну да, они пишут, причем у арабов, когда вернулись купцы в Арабию, в арабские страны их не было. Ну не было вспышки чумы у них в арабских странах. Это был конец 40-х годов. Вот. Но на самом деле, когда смотришь, возникает вопрос с писателем. Габриэль де Мусси вообще, он был в Италии, писал задним числом под воздействием вспышки, которая произошла позднее. То есть он не был очевидцем. И вообще, во-первых, я проанализировал его кусок, он переведен есть. Статья называется «Биологическая война» 1999 года. Автор американских исследований, где он доказывает, что это был акт биологической войны. И Шамиль Оглу об этом говорит. Но на самом деле Габриэль де Мусси всего лишь взял книгу, всего лишь брал автора
Чума, афинскую чуму он взял, автор. Оттуда взял какие-то сюжеты? Он взял абсолютно, взял как средние века сложившуюся традицию описания средневековых древних эпидемий. Она древнегреческая, древнеримская, там она един. Фактически античную традицию просто приложил, написал, что это Крым, и стал выдавать. Потому что точно такие же вещи прослеживаются в описаниях афинской чумы во время Пелопоннесской войны. В один идет. Сюда добавляются записи секретаря Велисария, где он также описывает, теперь только уже в вспышке Константинополя, первую пандемию чумы, произошедшую в 541 году. То есть там наложение произошло. Я, когда учился на ИСФАКе, вот как нам рассказывали, значит, татарское войско осаждало город. Да. Причины там были то, что Кафицы в Кафа являлась рынком сбыта рабов. Известно у нас. Обычно не любят вспоминать. И тут ордынские ребята решили... А тот же Небек, нет, они решили наказать, потому что там произошел разногласие из-за оплаты, ну, то есть таможенных сборов. То есть стали расти деньги, доходы казны генуэзцев, и они не хотели делиться. Очень даже нормальная история. Очень нормальная история, они не хотели делиться, плюс еще там появились венецианцы, и генуэзцы вообще стали, потребовали себе вообще создать особую привилегированную территорию, как все делают европейцы при... Особая экономическая зона. Да, это называлось особо экономический. Этим баловались и ганзейцы, когда создавалась зона на отдельной территории, не подсудная Центральному суду. И то есть генуэзцы, как любые средневековые европейцы, это прежде всего воины, которые любят пограбить местное население. Они стали терроризировать местное население. Местное население, подданное Золотоордынского хана, обратилось: «О благороднейший хан, вот нас грабят». Итальянцы грабят. Генуэзцы. Да, хорошо. там фрязи всякие поганые. И русских к ним обращать, потому что там и невозможно их было наказать. И тут, значит, Джанибек пришел своим войском. Да, вложил, да, там еще и то, что и климат поменялся, и как-то надо было. И ордынцы стали продвигаться. Они совершили поход в 1440 году как раз в Польшу. А зачем туда пошли? Как я понял, как всегда в средние века, эпидемия становилась одним из поводов нанести визит противнику, к соседу, потому что тот ослаб, и каждый раз он, если чего доброго, можно... Это означает, что воспринятие той же эпидемии, чумы возникшей, было не таким прям страшным. Для них это был повседневность. Человек живет с этим всю жизнь. Он умирает от этого. Ну, вот одним человеком меньше, одним больше для средневекового человека ничего не значит. Войско, очень часто там в войсках вспыхивала дизентерия, и многие снимались. В частности, был снята осада Каира, по-моему, или Александрия, не помню, но вот крестоносцы один из своих походов прекратили, потому что разразилась страшная эпидемия дизентерии. Слушай, давай мы вернемся к Кафе. Значит, вот стоит Джанибек своим войском у стен Кафы. Да. Вот кто там самый главный начальник в Кафе? Это посол из Генуи, один из ставленников, который представлял итальянский генуэзский магистрат. Причем сами золотоордынцы, они еще и были заинтересованы пригласить венецианцев. Конкурентов генуэзцев? Да, конечно, они же вазак. Причем говорить нужно, теперь надо говорить о том, что по источникам по армянским источникам их было две осады. 1343-44 годов и
45-46. Первый раз они, видимо, из-за зимы ушли, так же, как и Петр I, когда не взял Азов. Вот эти трупы возникновения эпидемии, если говорить о Бенедиктов, то это скорее уже после снятия осады. Взять Кафу было невозможно. То есть это очень прям укрепленный. Ну, это европейская крепость, а ордынцы не умели брать. Они по законам Золотой Орды все стены срывались. Но технологично такого сюжета, заброски трупами стены, это возможно, потому что я когда был в нынешней Феодосии, там возле вот этой цитадели есть холмы, откуда возможно добраться трупы. Катапульты? Катапульты, требушет. Он там так он приличненько. Потому что они кидают камни весом несколько сотен килограмм, а тут умерший человек, потерявший достаточно много веса, ну, не проблема. Вот смотри, они просто, получается, кинули труп человека туда, в Кафу, да? Да. А как вот, он умер, что, взяли, закопали? Там вообще... Как из этого болезнь получилась? А на самом деле там болезнь-то и не возникла из-за этого. Потому что вспыхнула она лишь, как говорит Оля Бенедиктов, весной 1947 года. А вызвано это было тем, что скорее, он предполагает, что носители, переносчики заболевания попали туда. Это один возможно. А так как эпидемия уже была на территории Золотой Орды, это интересный факт, потому что у нас слишком отклоняется. Вот этот небольшой отрезок, 46-53 год, 53 это Московский мор, где там погибла вся семья великого князя Московского Ивана Красного. Но там читаешь летописи, там движение начинает происходить. Причем самое удивительное, что, опять же, мое открытие, оно признано сейчас в мире, на него ссылки дают. Разница между персидскими вспышками, где был огромный город Тебриз, Исфахан, это Тебриз, по-моему, да, на 3 года. И, кстати, вторая вспышка чумы, она началась как раз после похода Джанибека. Сам Джанибек ее принес. Ну, то есть Джанибек умер как раз вот от того, даже не Джанибек, а Тинебек, его наследник, умер как раз вот от эпидемии чумы. Точка исхода черной смерти вообще, мне кажется, это вообще было не Иссык-Куль, потому что... А все думали, что Иссык-Куль? А все думали Иссык-Куль, а там, потому что это Хвальсон, еврей, подданный Российской империи, археолог, он читает еврейский, прочитал камни погребальные несторианские на Иссык-Куле, то вспышка, какое-то заболевание, и там это фиксируется. Хотя наш бывший соотечественник, сейчас ныне сотрудник английского университета Великобритании, Филипп Слайм, говорит, а нету там зубов, мы не можем датировать, там погребение нет зубов. Погребение вот отдельно, куда черепа делали, непонятно. Вот, поэтому нельзя сказать. Тем более там данные есть, американцы поднимали, вспышка вот из Иссык-Куля, она, скорее всего, пошла дальше. Там начинает заражение близлежащих территорий. Вплоть до 1942 года вот эта территория междуречья Сырдарья и Амударья, она охвачена вплоть до 1942 года. То есть расстояние двигается, а в Орде уже происходит. То есть вот и здесь возникает вопрос его открытия Крауза, где возможно функционирует на отдельной территории несколько штаммов чумы одновременно. То есть она могла быть как из Иссык-Куля пришла, так из Закавказья, Тебриза как раз там 3 года, потому что указания есть на Киликию. Давай вернемся в Кафу. Значит, закинули они трупы, а дальше дальше ничего не произошло. Все-таки в итоге Джанибеку удалось открыть ворота? Нет, там ничего такого не случилось, просто была договоренность не продолжать дальше. А дальше почему? Потому что войско Джанибека стало ослабляться. Из-за болезней? Да, из-за болезней прежде всего. Они сами, как говорят Кармаровские, должны были страдать те, кто кидает. Потому что они же больше контактируют. Да.
Ну, там 2 человека, и сразу, если... А там уже традиции уже есть в Европе, с больными, чумными подальше. Ну, там называется прокаженные, там лепризорис существует. Они уже знали, как с этим работать. Просто это новый вид заболеваний. А для ордынцев это что-то новое? Для ордынцев это было, ну, не то что новое, оно было знакомое. Они знали, что раз началась эпидемия, то надо уходить. Вообще там фиксируется, и я подозреваю, что все-таки чума постоянно присутствует на территории Золотой Орды. Но источники, поэтому, да, и, собственно, арабский мир мусульманский, он возникал в условиях чумы и синьяна, у них практика уже работа была. Так, значит, Джанибек снимается. Снимается, да, снимается. А что делают дальше жители Кафы? Дальше они начинают сидеть и ждать, просто сидеть и ждать, что там произойдет. Но это зима была, куда им деваться? А уже весной, а там разница между заражением, первым заражением, там, возможно, единичные случаи были, но массового не было. И вот через, как доказывается, где-то весной должна была произойти вспышка. Но я подозреваю, Джанибек снял, если снял поздней осенью, я с этим не согласен, потому что, как выяснилось, заражение должно по летописным изданиям, да и Сэмюэл Кон, английский профессор, он доказывает, что пик заражения чумой — это конец августа, начало ноября. То есть это снятие вот эпидемии могло бы стать, да, 46-й год. Но заражение Европы произошло через год. Марсель прибывает в барке в начале. Скафы. Но дело в том, что Евгену, ну, есть Марсель примерно на месяц раньше был заражен. И там совершенно другое направление шло. Там ближневосточные, даже не ближневосточные, а страны Магриб. И французы именно с Алжиром больше связывают. То есть удивительная история с чумой. То есть это не сплошная волна, это множество локальных местных вспышек, которые функционировали с чумы Юстиниана. То есть во время чумы Юстиниана восточная торговля принесла штаммы чумы на территории Римской империи. Но с развитостью дорожной сети, с урбанизацией произошла вспышка чумы Юстиниана. Именно с ней нужно и связать конец античности. Вот, значит, ты рассказываешь, что корабль из Кафы прибывает в Геную, да. В Европу. Да. Ну, скорее всего, наверное, кто-то из экипажа был заражен, да? Или да, там крысы перебежали? Там крысы уже... Нет, там фиксируется, что это заражен был весь экипаж. И даже запускать не хотели в город. То есть они даже и так... Они уже прибыли, они уже были больны. И как они косякнули? Ну, они их запустили, но в порту начался распространение. Все-таки запустили. Подожди, если у них был протокол не впускать. Протокола еще не было, он возникнет позже. Ну, понятно. Но они же уже почувствовали, что что-то не то. Они почувствовали, потому что не поддавалось лечению, хотя в начале эпидемии вспышки чумы, это также по московскому чумному бунту, это чумы вспышки 71-72 годов, там тоже начался с единичных вспышек. Просто процесс начал лавинообразно. Вопрос не в этом. Дело в том, что чума стала очень быстро распространяться, собственно, уже на территории Европы. Возникает вопрос. Если согласно теории портовой распространения чумы, это с помощью крыс. Крысы на кораблях продвигаются, и прибыли крысы-распространители порта, они распространяют. Почему с такой скоростью распространяется? По замерам, год чума распространяется максимум на 25-30 километров. Все. Дальше они не выходят. Это предельное расстояние движения переносчиков. Значит, чума либо уже была в Европе и уже существовали там очаги, или же технологии были настолько высоки, что позволяло людям передвигаться на сотни тысяч километров, вот так, по скорости. Вывод первый неправильный. Как первый вывод? Вывод касаемо второй неправильный, потому что скорость передвижения товара там равнялась, ну, чтобы примерно 40 дней, это
Ну, скорость лошади уж. Скорость лошади, да. И она, Хорошо загруженная. Да, но при этом пройти должно быть определенное время после прибытия зараженного. Это примерно полгода. А тут она после зимы сразу вспыхнула во всей Европе. Там фиксируется было сначала апрель, март, И, вероятнее всего, первый вариант. Она там была. И там они обнаружили, кстати, Филипп Славин подтвердил наличие крупного эпидемического очага природного. И в районе Франкфурта. Это его хороший открытие. Причем опять рядом с Тюрингой. Опять у нас Божье провидение. Резюмируем все, что мы сейчас с тобой успели обсудить. Значит, теория, что чумная болезнь, черная смерть пришла в Европу из Золотой Орды, она получается сомнительна. Потому что, да, само событие было, которое могло стать поводом, но мы ставим под большой вопрос, у нас вызывает сомнение, скорость распространения. Да. Потому что с одного порта так лавинообразно захватить всю Европу при средней скорости передвижения, загруженной товарами лошадушки тяжело. Хорошо. А тогда у меня возникает такой вопрос, в принципе, он уже завершающий, наверное, в нашей беседе. А почему сложилась такая традиция считать Золотую Орду виновницей в черной смерти в Европе? Да. Почему так хронисты, историки, европейские авторы договорились, что ли, между собой? Да это просто простой ответ. История крайне консервативная наука. Вот как и вот это даже... Ты как историк говоришь сейчас, да? Ну да, как специалист и наблюдая это со стороны, то есть историки вообще не любят пересматривать стоящие факты. Даже тот факт заброски Кафа никто не подвергал сомнению до Оли Бенедикта, это 2004 год. Он, как был написан в конце XIV века, не подвергал сомнению личность Габриэла де Мусси, его верили как очевидец. Ну, вот создал он в XIV веке, а разница в десятилетии уже никто не учитывает. Да, там вспыхнуло, нашли этот источник в 19 веке, только в 19 веке, и ни на территории России не нашли его, ни на территории Италии, зато нашли в тогдашнем Бреславе, в библиотеке университета Бреслав, это Вроцлав, в Силезии, нынешней Польши, тогда это область королевства прусского. И там они даже стали, и даже прусские, даже немецкие ученые не смогли никого переубедить, что нужно повнимательнее пересмотреть. А там внутри существовала идея Ранке, как написано, так и мы должны трактовать. Вся история, она привязана к источнику. Но никто не подвергает, по крайней мере, до сих пор данный источник. В этом деле, вот я говорю, вот мы подошли к такому моменту, когда говорится, вот нужна революция исторического науки. Нужна, вот вам тема, пожалуйста, нужно привлекать множество специалистов, причем в Татарстане это возможно, эта тема как раз у нас была поднята в 1878 году. У нас есть технологии, я отработал достаточно со вспышкой, мы знаем примерно, как они распространяются. По модели распространения чумы мы можем построить будущую модель, то есть понять, как это происходило. То есть изучая черный свет, даже исходя из тех источников. И было бы очень хорошо. Да? Но я боюсь, что наши власти придержаться скажут, что вот есть историки, которые вот должны это сделать, а мы посмотрим. Но дело в том, что там нужно новое поколение историков, которое будет пытать под сомнение настоящий факт. У нас нет времени на новое поколение историков. Есть у нас, есть, ну, все рождается вопреки.